Вот уже на протяжении многих лет жители села Наагулырбского района сталкиваются с проблемами водоснабжения. Почти 40 лет здесь не менялись коммуникационные сети, вследствие чего постоянно текут трубы. Проблема особенно обостряется летом. Трубы прогнившиеся, утечка воды много. Минимизированными потерями сил, в общем, вот так скажу, наверное, это будет грубо сказано, но это будет правда, потому что утекает вода очень много. Люди стараются минимум расхода, чтобы оставалось для пищи, для крестьянской жизни. В селе Наагулырбского района проживает около 200 человек. По словам местных жителей, вода идет очень плохо, не хватает запасов. Совсем недавно сельчане вместе с администрацией обратились в армянскую общину Абхазии за помощью. Ждать ответа долго не пришлось. При поддержке общины совсем скоро здесь начнутся работы по прокладке новых труб. Мы закупили 2,5 километра труб. Уже месяца 3 тому назад мы заказали, привезли, и мы приехали для того, чтобы начать работы. Вот, если не будут хватать, и мы готовы дальше приобрести для того, чтобы село обеспечить водой. После того, как обратились жители в армянскую общину, в частности, к Галусту Парнаковичу, было, конечно, сразу отреагировано в положительную сторону, на что мы и благодарны. Галусту Парнаковичу, честно говоря, не оставили наш вопрос, так скажем, в стороне. И это было сделано с положительной стороны, результаты прямо у нас за спиной. И я знаю, немало важную роль сыграл Рубен Альбертович. Ему тоже, конечно, спасибо. Честно говоря, мы этого человека в лицо не знаем, но знаем, что, исходя из него, тоже немало что означило. При финансовой поддержке сочинского мецената Рубена Татуляна армянская община Абхазии оказала помощь и сельской школе, в которой учатся 38 детишек. В школе много лет не проводились ремонтные работы. Сейчас здесь заменяют окна. Ситуация катастрофическая была сначала. И крыша текла, и окна были все разбиты. Мы как могли латали, там по кусочкам ставили стекла. Сперва крышу поменяли нам, потом в классах окна, и потом постепенно в коридоре начали, 2-й этаж поменяли, в этом году привезли для 1-го этажа в коридоре окна. В селе Пшап функционирует спортивная школа, в которую ходят около 120 спортсменов. Раньше заниматься спортом ребятам здесь было сложно, так как не было условий, протекала крыша, пол местами проваливался. Но благодаря поддержке общины и мецената сегодня молодые спортсмены занимаются в отремонтированном помещении. Мы долго этого момента ждали. Где-то года 10 мы мучились, тяжело было в селе. Вот ремонт сделали. Закончили, там у нас что-то получилось с полом проблема, и нам помогли, вот нам помог Садлера Татулян Рубен Альбертович, с полом отправил нам резину, очень сильно помог, вот мы даже не знали, как быть нам, как закончить это с полом, проблема большая, территория очень. И тренировки, считайте, что на улице делали. По словам главы армянской общины Абхазии Галуста Тарбизаняна, с начала учебного года поддержка была оказана многим средним образовательным учреждениям республики. Для нас нет именно значения, это какие школы по национальному признаку. Мы помогаем первому открытию абхазской школы Гагарской, интернату абхазскому, русской школе, армянской школе. По 200, по 300 тысяч. Но были предложения, чтобы мы не деньги давали, а закупали материалы, потому что им обходится легче им больше материала купить, а своими силами они могут восстановить это школы, там, родительские комитеты. Вот так мы 7,5 миллионов мы раздали по школам. Кроме этого, мы помогаем спортклубу, комитет по спорту. Армянская община Абхазии и дальше будет оказывать поддержку тем, кто к ним обратится. Шазина Ханагу, Михаил Баратухин, Абхазское телевидение.